Новыми членами штаба стали Аяс Мунге, президент Союза торгово-промышленной палаты Республики Тыва, Владимир Журавлев, заместитель председателя «Меркурий клуб», и Шалбан Кужугет, главный врач Республиканской больницы номер 2. У каждого из них свои цели и задачи, которые они собираются решать, объединившись с командой ОНФ. Очень острый вопрос стоит в нашей республике. Это вопрос дефицита кадров. Только за 2020 год у нас с нашей республики уехало 93 медицинских работников за поиском, за лучшими условиями в другие регионы нашей большой страны. И в связи с этим у нас в региональном исполкоме предложение, народное предложение. Первое – передача земельного участка медицинскому кооперативу «Дом медика». Там будет 45-квартирный дом. Ну и это решение вопроса, квартирного вопроса медицинских работников. И второе предложение – это оплата, предусмотреть в бюджете оплату коммунальных услуг для сельских медицинских работников. И вообще все эти меры направлены на повышение социального статуса всех медицинских работников. Кроме новых назначений, на итоговом собрании члены ОНФ обсудили уже решенные вопросы. Например, обустройство стоянки для лиц с ограниченными возможностями у коррекционной школы в Кызыле, обновление тепловых сетей, ремонт дороги к школе в селе Сукпак Кызылского района Тувы. Также бесчисленные мониторинги, которые они проводят каждый месяц. Кроме всего этого, региональное отделение ОНФ является организатором нескольких благотворительных акций, таких как «Тележка добра», помощь нуждающимся и множество других. Часть программы реализуется впервые. Большое количество решений, заложенных в послании, реализуется правительством на очень высоком уровне. Также обсудили общественные предложения экспертов Народного фронта, такие как благоустройство детской площадки по улице Центральная в городе Агдувараке, поддержка предпринимателей в виде новых субсидирований для малого и среднего бизнеса. Рассмотрели предложения матерей, у которых дети имеют ограниченные возможности здоровья. Мы хотим, инициативные мамы, и просто мамы очень хотят, чтобы был центр передержки, чтобы дети, мамы с особенными детьми могли привести ребенка, чтобы решить свои проблемы, куда-то сходить, куда-то что-то, какую-то свою работу сделать, чтобы оставить ребенка со специалистами, и чтобы они там оставались со специалистами и могли общаться во время этой передержки. А за это время, чтобы мама успела все свое дело сделать и вернуться и забрать своего ребенка. Члены Общероссийского народного фронта считают, что это предложение вполне исполнимое и ничего невозможного тут нет. Так они берут пример с соседних регионов, где таких центров бесчисленное количество. С Министерством труда, с представителями проводили рабочее заседание. Отклик, понимания мы у чиновников тоже нашли. Они соглашаются, что такие группы надо организовать. Достаточно одну группу хотя бы организовать в городе Кызыле, где наиболее это востребовано. А потом уже по муниципалитетам будем изучать опыт и смотреть, в каком муниципалитете это востребовано, где это можно сделать. Позиция предварительная экспертов, в том числе от Министерства труда и социальной политики, есть положительная реакция. По итогам региональной конференции Общероссийского народного фронта в Республике Тыва активисты утвердили общественные предложения, которые будут переданы главе республики в рамках подготовки традиционного послания к Верховному Хуралу. Общественные предложения касаются исполнения поручений президента Российской Федерации, лидера Народного фронта Владимира Путина, которые должны быть направлены на повышение качества жизни жителей региона. Алдынкыз Буян Буян Ойон, Ангар Оржак, Тува 24.